Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. По инициативе правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и ключевыми международными заинтересованными организациями 25-28 мая 2026 года в городе Душанбе состоится 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Будучи инициатором международного десятилетия действий и сопредседателем конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года, Таджикистан продолжает прилагать все усилия для продвижения водной повестки на международной арене. Опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса, конференция 2026 года станет ключевым подготовительным этапом на пути к конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года, способствуя ускорению прогресса в достижении 6-й цели устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов. 4-я международная конференция высокого уровня, посвященная международному десятилетию действий в Душанбе, соберет глав государств и правительств, министров, структуры Организации Объединенных Наций, международные и региональные организации, финансовые институции, научные учреждения, представителей гражданского общества, молодежи, коренных народов и частного сектора для продвижения обязательств и демонстрации трансформационных решений. Обсуждения будут сосредоточены на поддержании и дальнейшем развитии динамики созданной конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года, содействии реализации повестки действий в области водных ресурсов и инициировании дискуссий в преддверии конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Таджикистане. В рамках плана мероприятий отдела образования района Фердовси в период очередных зимних каникул учащихся учреждений среднего образования с участием руководства общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также других работников сферы образования района Фердовси в государственном общеобразовательном учреждении номер 14 состоялось январское совещание. Подробности далее. Январское совещание работников сферы образования района Фердовси состоялось в общеобразовательном учреждении номер 14 района, в котором с целью повышения мотивации педагогов района приняли участие ряд учителей общеобразовательных и дошкольных учреждений. В начале совещания в мероприятии приняли участие и выступили представители Главного управления образования города Душанбе и отдела образования района Фердовси. Выступающие в своих докладах напомнили о достижениях отрасли в текущем учебном году и отметили, что вызывает гордость и удовлетворение тот факт, что в 2025-2026 учебном году учащиеся образовательных учреждений района активно участвуют в городских и районных олимпиадах. Именно поэтому из года в год в школьных и дошкольных учреждениях района улучшаются условия обучения и воспитания. Следует отметить, что в данном семинаре активное участие приняли педагоги всех направлений обучения, в том числе гуманитарного, естественно-математического и технологического профилей. В последние годы, благодаря инициативам и непосредственной поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на территории районов города Душанбе были построены образовательные учреждения нового типа и введены в эксплуатацию для обучающихся, и этот процесс продолжается быстрыми темпами. В очередном совещании приняли участие около 2251 педагога, из которых 349 человек составили заведующие, старшие воспитатели и воспитатели дошкольных учреждений района. В своем очередном послании лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил: «С первых дней своей деятельности в качестве главы государства и по сей день я объявил поддержку и развитие науки и образования приоритетным направлением, и на протяжении более чем 3 десятилетий уделяю этим жизненно важным сферам первоочередное и постоянное внимание. Потому что хорошо понимаю, что развитие всех сфер жизни общества и государства, благополучное будущее государства и нации зависят от передовой науки и образования, прочный фундамент которых закладывается уже сегодня». Вклад учреждений дополнительного образования в развитие предпринимательских навыков и учащихся трудно переоценить. Такие центры помогают молодежи не только получать знания, но и находить полезное дело, совмещая его с учебой. Репортаж подготовлен из учреждения дополнительного образования района Шохмансур.
Государственное учреждение «Центр дополнительного образования» района Шох-Мансур города Душанбе расположено на 4-м этаже средней школы номера 65. В центре функционирует 30 кружков, работающих в 2 смены. Здесь обучаются учащиеся и студенты учебных заведений района Шох-Мансур. В период летних каникул школьники района приезжают в центр, чтобы освоить интересующие их профессии и развить практические навыки. Кружки распределены по нескольким направлениям – техническому, языковому, творческому, художественному, туристическому, научному, экологическому, ремесленному и спортивному. Учебные классы оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой и проекционными средствами. Живопись – одна из древнейших ремесел таджикского народа. Благодаря культурным инициативам правительства Республики Таджикистан интерес к изобразительному искусству с каждым годом возрастает. Художественный кружок является одним из самых популярных в центре. Здесь обучается большое количество учащихся. Многие из них являются участниками и победителями республиканского конкурса «Таджикистан в Атане Азизиман». Под руководством опытных педагогов ребята осваивают тонкости живописи и изобразительного искусства, стремясь к высоким результатам в будущем. Центр дополнительного образования района Шох-Мансур также предлагает курсы иностранных языков. На момент съемок учащиеся изучали английский язык. В своих выступлениях глава государства неоднократно подчеркивал важность изучения иностранных языков и ставил эту задачу в число приоритетных. В связи с этим молодежь должна овладеть языками и идти в ногу со временем. Душанбинская команда «Соро-компания» под руководством Пайрава Вохидова стала победителем Суперлиги Таджикистана 2025 по футзалу. В 5-м решающем матче финальной серии столичный клуб сыграл в ничью с худжанским Сепаром 1-1, а в серии пенальти одержал победу со счетом 5-4, завоевав чемпионский титул. Заключительная встреча финальной серии состоялась 4 января в Худжанде. Для Соро-компания это уже 6-е чемпионство в клубной истории. Ранее команда становилась чемпионом Таджикистана в 2018, 2019, 2021, 2022 и 2024 и 2025 годах. Серебряные медали Суперлиги Таджикистана 2025 завоевал Сепар из Худжанда, бронзовые награды у столичного Истеклола. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!